Каждый год Россельхознадзор проводит массу проверок. Продовольственная и ветеринарная безопасность, оборот земель сельхозназначения. Критериев достаточно. И 2017 положительными результатами не отличился. Нарушений с каждым годом все больше. Несанкционированных яблок, груш, салата польского происхождения 2,5 тонны. Турецких, к тому же зараженных томатов 300 килограммов. Все приходится уничтожать на полигоне твердобытовых отходов. И на этих цифрах нарушения не заканчиваются. В сфере семеноводства за первое полугодие было выявлено 50 нарушений. По результатам осмотрения дела был наложен штраф более 100 тысяч, из них взыскано 80%. Было досмотрено 2500 партий семян, из них 900 были сняты с реализации в связи с допущенными нарушениями. А в области земельного надзора штрафов на предприятие накопилось почти на 800 тысяч рублей. Хотя здесь дела, надо сказать, обстоят не так плохо. Весна у нас, как в этом году, в связи с климатическими особенностями года поздняя и продолжительные дожди были. Мы выезжаем на плановые проверки, выезжали в мае месяце. Ну и получается у нас итоги конца мая-июня месяца незначительные. Мы провели более 60 проверок, из них выявили 24 правонарушения. В основном это по зарастанию земель, сельхозназначению, по захламлению, а также нарушение правил мелиорации. Такое публичное обсуждение проблем для нашего Россельхознадзора по счету второе. Здесь бы с предприятиями должна проводиться работа над ошибками. Вот только интересующихся, как правило, единицы. Наполняемость залов очень невысокая, мягко сказать. То есть как-то не сильно интересуются у нас поднадзорные объекты, к сожалению, что по меньшей мере странно. Например, обеспечение школ, больниц и садиков продуктами питания. Понятно, что эта сфера, она под определенным очень строгим контролем, да, но это общественное питание. Здесь понятно, что за безопасностью нужно следить очень четко. Но при этом они заходят на этот рынок, но они понятия не имеют, какие вообще требования Российской Федерации к ним предъявляет. И когда мы начинаем говорить, что, ребят, так работать-то нельзя, говорят, а почему мы не знали? И именно в этом заключается цель подобных собраний. Не только рассказать о нарушениях текущего года, но и разъяснить руководителям предприятий, что такое хорошо, а что такое плохо в сфере сельского хозяйства. Ольга Коняева, Любовь Лапина, Василий Янин, телеканал Юрган.